Удивил Рустама Минниханова, а что, на его взгляд, мешает работе аэропорта? Подробный репортаж смотрите в нашем следующем выпуске в 21:30. Казанская подземка набирает обороты. Время пути от Энергоуниверситета до проспекта Победы стало еще меньше. Сегодня в метро запустили дополнительный состав. На его приобретение из бюджета республики выделили 700 миллионов рублей. Новый поезд заметно сократит время ожидания пассажиров. Напомним, с открытия станции Козья Слобода пассажиропоток казанского метрополитена удвоился. Насколько комфортны новые вагоны? На себе это ощутила наш корреспондент Лена Сайфуллина. Вместе с городским мэром она спустилась в подземку сегодня утром. Повстречать мэра города в час пик столичной подземки можно, но не часто. Сегодня Ильсур Меджин стал одним из первых пассажиров нового состава. В метро на станции проспект Победы градоначальник спустился в 10 утра и прокатился до станции Кремлевская. Мягче. Новый состав назвали «Русич». В Казани эти 3 вагона привезли еще 2 недели назад, но официально запустили лишь сегодня. Электропоезд на 5 метров длиннее своих собратьев, а значит и заметно вместительнее. Прокатиться с ветерком в нем смогут на 100 человек больше. Отопление для зимы, кондиционеры для лета. Кажется, салон оборудован всем необходимым для человека. В плане безопасности новый состав отличается от прежнего. Все, что происходит внутри салона, а также за пределами него, видит машинист по камерам видеонаблюдения. Напомним, с открытием станции Козья Слобода пассажиропоток казанской подземки увеличился вдвое. Каждый день услугами метрополитена пользуются около 70 тысяч человек. Вагон классный, новый, и можно очень удобно пройти в следующий вагон. Лично я очень довольна. Стало немножко неудобно, потому что раньше мы ездили до Тукая, и было очень пустое метро, теперь чувствуется, что востребовано. Вот сейчас только обсуждали, что вечером едем, когда уже на платформе на Тукае стоять очень тяжело. Скорость передвижения у нового и старых составов одинакова. Полный рейс поезда проходит за 39 минут, а изготавливают «Русичи» в подмосковном городе Мытищи. И 6 лет эти машины используют в московской подземке. Вся техника сделана на советском оборудовании, поэтому нам будет легче их обслуживать, легче будет, дешевле будет ремонтировать. Следующий этап строительства 3 станций – это Московская, Восстание и Заводская, чтобы мы с Шаглу в Заречье на Козью Слободу дальше дошли уже до авиастроительного района. В ближайшее время «Русичей» в Казани станет больше. Весной в столицу собираются привезти еще 3 новых состава. Так что, как пообещал глава города, локтями теперь придется работать меньше. Еще 2 придут в марте, так что больше петком ездить не будете. Лена Сайфуллина, Андрей Центальцев, столица. В целом о стратегии развития наземного и подземного электрического транспорта руководитель Метроэлектротранс рассказал сегодня на брифинге для средств массовой информации. Реконструкция и строительство трамвайных путей, новые линии движения троллейбусов, строительство метро. Как выяснилось, работа муниципалитета в этом направлении после декабрьских пробок приобрела новый вектор. Правда, все упирается в деньги. Метроэлектротранс – некоммерческий проект, это прежде всего социальная ответственность государства, и на все нужны государственные дотации. Например, до весны на противопаводковые мероприятия необходимо выделить почти 10 миллионов рублей под угрозой затопления станции Тукая и Суконная Слобода. О проблемах метроэлектротранса и планах на год расскажет Ахмед Атабаев. Самый актуальный для горожан вопрос этой зимы – метро, его развитие и работа. Новые поезда и новые станции сейчас уже в четко очерченной границе универсиады. На этот год запланирован пуск оставшегося выхода станции Тукая. Спорный вопрос по принадлежности площадей возник с владельцами детского мира. Затем метростроевцы завершат пуск оставшихся выходов Козьей Слободы и пешеходного перехода там же. После Козьей Слободы у нас сразу будет пуск 3 станций. Там уже по отдельности пуска станций не будет. Это мы запустим около Московского рынка, Новоросского и около Доколенина. Вот 3 станции единовременно к 2013 году будем стараться, чтобы они запустились. В 2010 году пассажиропоток в метро увеличился на 21%. Рекорд зарегистрирован после ввода станции Козья Слобода. В наземном электротранспорте пассажиропоток вырос лишь на 7%. Правда, здесь работа по модернизации, в частности в движении трамваев, фактически только началась. Основной объем предстоит сделать к 2013 году. До универсиады нам полностью удастся поменять на новые рельсы до проспекта Победы, полностью поменять и южную, и пустить там. В этом году Ямашево мы однозначно откроем. 30 августа, так скажем, Ямашево. Потом у нас второй этап пойдет реконструкция и замена
рельсов по Южной. На этот год город планирует закупку более 200 единиц техники, 70 трамваев, 3 поезда метро и 150 троллейбусов для пуска новой линии до деревни Универсиады. Практически у нас уже линия Универсиады готова, троллейбусная линия. Если были у меня свободные троллейбусы, я бы его сегодня открыл. Просто от того, что я его построю и сдам, у меня нет троллейбуса. Поэтому мне нужны троллейбусы, чтобы открыть движение в университетской деревне. Вопрос безопасности пока приходится решать своими силами. Федеральная антитеррористическая программа предусматривала выделение 376 миллионов рублей. Пока пришлось обойтись средствами регионального бюджета. На 25 миллионов была подготовлена проектно-сметная документация. После завершения ее экспертизы меры, такие, например, как установка металлодетекторов на входе в метро, начнут внедряться в работу. Ахмед Атабаев, Александр Ростохин, столица. Устанавливать приборы учета и самим регулировать цены на жилищные услуги. Вот основной рецепт населения